Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что происходит у вас за спиной? Что в тайне от вас прячется, делается, скрывается? Загадайте, пожалуйста, на себя и на события сегодняшнего времени, да, вот что именно сейчас происходит. И пусть нужная информация вас найдет, пусть все тайны и все секреты вам откроются. Ну и чтобы маски тоже все спали. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. О, смотрите, какая прелесть! Это же клевер. На зеленом песке зеленый листик клевера. Так, сейчас аккуратненько. Вот он, видите? Листик клевера, вот он, трехлистный. На зеленом песке. Ну, кто зашел на эту отсыпку, вас точно ждет удача. Вам точно повезет. У вас удача прям под ногами. Вы идете, смотрите вперед и прямо, да, а под ноги себе не смотрите. А вот он клевер, а вот она ваша удача, а вот оно ваше удовольствие, а вот оно ваше счастье. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. И пусть люди, которым действительно очень нужна удача в жизни, посмотрят это видео, обязательно заскринят, да, просто сделайте скрин хотя бы этого маленького кусочка, да, и храните у себя на гаджете. Поверьте, это будет вашим талисманом на удачу. Просто так такие вещи не показывают, просто так их не посылают. Ну, вы видите, да, как происходит процесс. Моими руками водят высшие силы, духи, ангелы. Кто придет, тот и водят, да. И эти рисунки, они всегда разные. Они никогда практически не повторяются. Либо если повторяются, то в разных секциях, и читаю их тоже по-разному. Клевер. Клевер прям в центре идет и прямо у вас под ногами. Так что, мои хорошие, знак большой удачи. И вас прям с неба предупреждают заранее, говорят: так, не переживай, не грусти, вытирай слезы, готовься, тебе удача идет. Ну вот под ногами у вас, под ногами. Еще у кого-то по таким знакам отыграется момент, что вы уже что-то сделали, да, что станет для вас большой удачей. Ну, допустим, с кем-то познакомились, на что-то согласились, чем-то начали заниматься, да, вот разные бывают комбинации. Этот клевер уже у вас под ногами, мои хорошие, он, конечно же, проиграется. Дальше. За вашей спиной два человека пытаются вам навредить, пытаются вас погубить. Знаете, как будто бы какие-то колючки разбрасывают, вам под ноги кидают, да? Чтобы вы вот пошли и поранились, чтобы ноги себе повредили. Два человека. Почему они это делают? Потому что они вас боятся. Они вас боятся, таким образом они хотят от вас избавиться, они хотят вас, ну, нейтрализовать, да? Чтобы вы там не мешали. Если вы работаете, то, скорее всего, это ваши коллеги, которые и завидуют, и такие, знаете, вот прям отчаянные карьеристы, которые считают, что вы действительно можете там и подсидеть, и пока вы рядом, на них никто внимания не будет обращать, да, может быть, вот смущает, либо наоборот впечатляет ваш талант, ваши способности. Может быть, начальник недавно хорошо про вас высказывался, они это услышали и такие: ну, надо что-то делать, да. Нельзя сидеть молча, надо что-то делать. У кого-то отыграются конченые соседи, извините за слово, но вот та картинка, которая мне пришла, там реально конченые соседи. Люди, которые пытаются таким образом, ну, как вас согнать с места, да, выжить вас, вот. То есть они вам могут устраивать проблемы, с надеждой, что вы там психанете, да, соберете вещи и выйдете, да, в другое место переедете жить. У кого-то могут еще отыграться родственники, но родственники, скорее всего, тогда уже не по крови, а, допустим, названные родственники. То есть, допустим, это могут быть родственники со стороны мужа.
Либо если у вас взрослые дети, и ваши дети уже выросли, завели себе семьи, то, допустим, там со стороны невестки, либо со стороны зятя, да, вот тоже какие-то, ну, совсем неадекватные люди. Колючки бросают, проблемы создают, либо какие-то осложнения пытаются для вас подготовить, да, чтобы вам прям жизнь малина не казалась. Но я вам так скажу, зря они стараются, потому что их уловки на вас не сработают. Во-первых, вы очень чуткий человек. Чуткий, да, у кого-то чуйка, кто-то чуткий, у кого-то интуиция, у кого-то видение, ощущения, да, экстрасенсорные способности. Даже если вы этого не признаете, но это имеет место быть. То есть человек может к себе относиться абсолютно нейтрально и думать, что ну, я такой же обычный человек, как и все остальные. Но при этом вас ведет ваше видение, ваш дар ведет, ваша интуиция ведет, да, смотря как вы это называете. Эти колючки еще и слишком маленькие, да, слишком маленькие, чтобы вам навредить. Это, знаете, где-то на уровне, ну, такой... Это даже не неприятность, скорее всего, как легкое недоразумение, вот на таком уровне. То есть, ну, мало того, что они ужасные, конченые, так они еще и очень глупые и абсолютно неталантливые, да, не способные, даже навредить они не способны. Понимаете, вот с кем вы живете, да, либо с кем вы соседствуете, с кем вы работаете. Смешно, смешно. Они так будут огорчаться, когда вы переступите эти колючки и дальше пойдете. Прям плакать будут, плакать и говорить, да как же так? Знаете, как вот эти дети в песочнице, да, вот так кулачками будут стучать и говорить, да как же так? Да почему ее, либо его ничего не берет? Ну, ай-яй-яй, точно ведьма, да? Либо колдун. Ой, вы еще про себя услышите. Услышите что-то такое, что вас рассмешит, но вот прям смеяться будете до слез, живот аж разболится. Именно от этих людей. Они вдвоем. Вдвоем это будут говорить, они вдвоем это делают и вдвоем будут говорить. В общем, огорчите. Вы их огорчите, до стресса доведете, до истерики доведете. Ну, так им и надо. Вот. Мелкие пакостники, да, давайте назовем их так. С одной стороны, это неприятно, да, особенно если вы там с ними работаете, либо, не дай бог, это ваши родственники, это очень неприятно. Но с другой стороны, вы должны понимать, с кем вы столкнулись, да, что это за уровень людей, качество людей, даже не уровень, а именно качество. Такие вот порченные мелкие паразиты. Здесь, конечно, в идеале с ними бы не общаться, не видеться, но если вот, ну, такая ситуация, что родственники, да, либо там сотрудники, понятно, что вы их уволить не можете, особенно если вы тоже работаете по найму, то как-то нужно все-таки отгораживаться и минимизировать общение, встречи. И также желательно, может быть, какой-то тоже компромат собирать по поводу этих людей, что в случае чего можно было предъявить, да, и сказать, что еще раз, и я вот, например, пойду к начальнику с тем видео, либо с той фотографией, которая у меня есть. Либо я пойду там в полицию, почему бы и нет, в суд на вас подам, да, за то, что вы вот гадостью занимаетесь. То есть все-таки они люди трусливые, еще и неумные, да, они как бы испугаются. Вот. Ну, особо не переживайте, но, опять же, приятного ничего нет. Просто вам не повезло, и вот эти двое, они вот как-то оказались в вашей жизни, да, какая-то темная сила в вашу жизнь их занесла. Ну, будем надеяться, что ненадолго. Кстати, вот один человек, видите, на другого не похож. Один еще как-то более-менее там проблески интеллекта есть, а второй уже все полностью конченый. Ну, либо вторая, да, может быть, это мужчина и женщина, может быть, это две женщины, может, даже два мужчины, смотря кто смотрит. Так, еще за вашей спиной. А здесь кому-то очень стыдно. Прям так стыдно, что человек хочет превратиться в этого страуса, да, чтобы голову в песок закапывать. Стыд, позор, красные пятна, разводы по телу, слезятся глаза. Не знаю, что человек сделал, я этого не вижу, здесь не показано, но испытывает ужасное чувство стыда. Очень стыдно. И этот человек, он избегает встречи с вами, прям специально избегает, то есть, скорее всего, знает ваш маршрут, знает, когда и где вы бываете, и старается не попадаться вам на глаза. Если вы кого-то давно не видели,
да, и человек прям, ну, понятно, что если избегает, то вот прям пропал, нигде нет, да, не выходит ни на связь, ни на контакт, человеку очень перед вами стыдно. Стыд съедает этого человека. Человек прям на этой почве даже может заболеть. Ну, в прямом смысле слова, да, может какая-то болячка вылезти. Ну, опять же, это же нервная система задействована. Раздражение идет нервной системы, да, именно стыд так работает. Не ищите этого человека, все равно не найдете. Будете интересоваться, поймете, что вообще никакой информации про этого человека нет, потому что человек даже избегает ваших общих знакомых, да, чтобы там, не дай бог, никто на него либо на нее не навел. Стыд. Это именно стыд. Человек слабохарактерный, потому что если бы был сильный человек, да, вот нашел бы в себе, изыскал бы в себе ресурсы, либо изыскала, чтобы подойти и извиниться. А этот человек предпочитает прятаться, значит, слабохарактерный. Вот. Не ищите, пропал, так тому и быть. Так тому и быть. А вот по поводу этого стыда, ну из-за чего чувство стыда, вы все равно рано или поздно все узнаете. Это не вредит вам, это никак не отражается на вашей жизни и судьбе, не будет для вас помехой. Это, скорее всего, даже какой-то урок, который этот человек не прошел. Да? И теперь стыдно. Не ищите. Не ищите, придет время, вы все узнаете. Дальше, мои хорошие, за вашей спиной вас предают. Женщину женщина предает, мужчину мужчина предает. Я так понимаю, что это ваши друзья, да, друг либо подруга. В чем предательство? Человек за вашей спиной с кем-то дружит, с кем не дружите вы. Ну, то есть, да, бывают же разные истории, ситуации. Допустим, вы с кем-то там, в плохих отношениях, вы с человеком не общаетесь, да, либо даже какое-то противостояние между вами. А вот эта ваша подруга, допустим, да, с этим человеком втихую где-то общается. Не обязательно общается по поводу вас. Это не обязательно. Хотя, может быть, и по поводу вас. Может быть, у них там свои какие-то дела. И этот человек, понимая, что вы не помилуете, не простите, если узнаете, скорее всего, скрывает. Да, скрывает, что общается с вашим врагом, либо недоброжелателем, либо с тем, с кем у вас конфликтные отношения. Это предательство, да, это предательство, потому что тот человек через эту подругу может на вас влиять. Как? Можно, поверьте, можно. И тот, кто с вами в конфликте, он это прекрасно понимает, может быть, владеет какими-то психологическими трюками, приемами и очень эффективно ими пользуется. Да? Может быть, даже вашу подругу либо друга разводит на личную информацию о вас. Да? Человек там сообщает, даже сам того не понимая. То есть мне идет предательство. Тут, конечно, лучше поговорить. И причем, знаете, как поговорить, четко обозначить, что вот я не терплю, когда меня предают. И если вдруг вот меня кто-то предает, я с этим человеком разрываю отношения и больше никогда не восстановлю. То есть вы не обвиняете человека прямо, вы не говорите, что я вот знаю, что ты с кем-то общаешься, вы просто предупреждаете на будущее. И поверьте, если человек нормальный, то человек прекратит общение. Если человек ненормальный, неадекватный, то, возможно, продолжит, но там уже как бы тоже все выяснится. Так, еще я вижу за вашей спиной хитрую женщину, коварную женщину. Эта женщина, она хотела бы какими-то вашими ресурсами воспользоваться. Допустим, вашим умом, вашим талантом, вашими связями, вашими способностями. Понятно, что разные люди и разные ресурсы. Женщина хочет подкатить к вам с каким-то либо суперпредложением, якобы суперпредложением, либо с какой-то очень слезливой, сопливой историей. Но опять же, это все зависит от вас. Если вы человек такой вот прям волевой, характерный, если вы там, прям горите, да, по жизни, то тогда будет какое-то суперпредложение, якобы суперпредложение. И если вы человек, который, вот именно с доброй душой, вы всем помогаете, вы очень чувствительны, вы очень впечатлительны, тогда будет очень слезливая, сопливая история. Это именно женщина,
Это уже не важно, вы мужчина либо женщина смотрите, но подкатит к вам женщина. Хочется попользоваться, хочется воспользоваться. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть. И мне еще кажется, что эта женщина, ну буквально вот прямо сейчас собирает о вас информацию. Там привычки, особенности характера, манера поведения, что приемлете, что отрицаете. Да, вот такой момент показан. Вот, будьте бдительны. Тут надо, конечно, поосторожнее. Очень много хитрых людей. Может, она вообще какая-то мошенница, понимаете? Мошенница, которая там на деньги вас разведет. Вот придет к вам и скажет: у меня ребенок инвалид, да, нужно срочную операцию. И там какую-нибудь там левую фотографию вам покажет, да. Вы там расчувствуетесь и денежку ей дадите. Она просто мошенница. Либо женщина может подойти и сказать, что я там супер успешная, вот смотри, какая у меня там сумка люксовая, брендовая, у меня там все есть, поучаствуй в проекте, да, вложись, и там будет тебе отдача. Денежки получит, и след простынет. Дальше, мои хорошие, здесь какая-то змея разорванная показана. Вот ее хвост, а вот ее, ну типа это часть, где голова. Это часть, где хвост, а это часть, где голова. Вот как будто бы напополам разорвали. Что-то вот прям случилось с вашим самым лютым врагом. Нужно время на исцеление, на восстановление. Возможно, даже у вашего врага начался как период расплаты, да? Когда нужно закрывать счета, и нужно отвечать за свое прошлое, за свои поступки. Вы видите голову этой женщины, этого врага, но не видите тело, да, что там произошло, что половины уже нет. То есть, ну буквально, да, ваши враги, либо женщина-враг теряет свою силу, ровно наполовину потеряла, да. Человек в самом уязвимом своем состоянии. То есть, если сейчас ногой на голову наступить, да, уже там ничего не останется. Все, можно очень легко справиться, расправиться, и как бы уже никто не оправится. Это не призыв к действию, но это как информация, которую нужно принять к сведению. Если вдруг у вас какая-нибудь там стычка с этой женщиной произойдет, либо какое-то поползновение в вашу сторону, просто не жалейте, не щадите, знаете, что там уже половинка осталась. Половинка. Наполовину силы, да, есть, а остальное вон бездейственно лежит. Кто-то разорвал эту змею, кто-то разорвал. Может, высшие силы, может быть, какой-то другой человек. Ну вот ровно половина осталась. Еще, мои хорошие, за вашей спиной два мужчины третьему гадости говорят про вас. Два мужчины. Возможно, эти мужчины, они друзья. Возможно, один из этих мужчин ваш бывший мужчина. И вот этот третий – это человек, который испытывает к вам симпатию. Может быть, этот человек хочет с вами познакомиться, хочет войти в вашу жизнь, в принципе, с вами как-то подружиться. А вот эти два мужчины ему говорят: да ты что, да она страшная, там, агрессивная, она там гулящая, ветреная, там, не знаю, меркантильная. В общем, какие-то гадости про вас рассказывают, а у этого третьего аж глаза из орбит вылазят от шока. Он такой: да как, она же так классно выглядит, как такое может быть? Они такие: да поверь, брат, мы знаем, да, мы вот оба от нее пострадали. Кстати, может быть, вы двоим отказали, может, один подкатывал, второй подкатывал, вы обоих послали, а теперь они так и мстят. Мстят, ну вот, потому что вы им отказали. И хорошего парня, да, хорошего мужчину от вас отваживают. Ну, давайте так, если мужчина не глупый, да, начнет думать, сомневаться и начнет, наверное, как-то проверять, да, либо поймет, что эти два конченые. А если мужчина такой же, как и эти двое, так зачем он вам нужен, да? Пусть идет своей дорогой. Если вы мужчина смотрите мою отсыпку, то тут может быть ситуация на работе. Ну, допустим, ваши какие-то два конченых коллеги, которые вам завидуют, могут вашему начальнику говорить про вас гадости, подставлять вас. Либо, допустим, это может и в спорте быть, да, может там команду хотят вас взять, либо
хотят вас куда-то позвать, пригласить. Вот каких-то 2 завистника, с которыми у вас, скорее всего, было выяснение отношений, вот буквально грязью вас поливают в глазах 3-го. Но опять же, если человек нормальный, вот этот 3-й, он начнет сомневаться. Если ненормальный, ну, мне не надо. Еще, мои хорошие, в семье у кого-то муж от жены деньги прячет, либо скрывает. Может, он скрывает, сколько он на самом деле зарабатывает. А может быть, он там подрабатывает, да, и вот эти вот подработочки свои он складирует, куда-то прячет. И, ну, вот как на что-то копит. Может, копит вам на подарок, да, чтобы сюрприз сделать. Если у вас прям, ну, весь бюджет состоит из его зарплаты, понятно, что очень сложно от вас скрыть. Либо мужчина, может быть, копит на какие-то свои желания, нужды. И так может проиграться. Там небольшие суммы, и, в принципе, небольшую сумму он скопил. В принципе, не критично, но, с другой стороны, ну, как-то, знаете, не очень, да, выглядит не очень. Ну, даже отговорка, что это тебе на подарок, а если не на подарок? А если он потом передумает? Да, ну, как-то такое, знаете, лучше поговорить, объяснить, что если найду, все мое, да, не прощу потом. Либо честно говори, либо все отдавай. Надо говорить, надо проговаривать. Может быть, он думает такой, ну, типа, я крутой, я умный, я могу. И также, мои хорошие, возможно, у вас есть сын, который тоже, да, вы даете ему там, ну, покушать где-нибудь там в школе, в кафетерии, а он эти денежки откладывает, да, а сам голодный ходит. Худой, голодный, ну, неприятно. Это неприятно, потому что, ну, как, питаться надо, особенно если это растущий организм, ну, надо поговорить. Надо поговорить и, может быть, какую-то, не знаю, подработку ему придумать, чтобы у него была возможность, ну, у сына, получается, да, какие-то денежки зарабатывать, ну, никак не ценой своего здоровья, да, не ценой своего желудка. Еще за вашей спиной есть человек, который вам не говорит о каких-то возможностях. Эти возможности, они этому человеку не по зубам, но вам они идеально подойдут. Этот человек о них прекрасно знает, но вам он не говорит. Не говорит, потому что считает, что у вас так все есть. То есть, возможно, даже вплоть до такого, что вы недавно общались, и вы говорили, вот, ищу там подработку, либо хотела бы там сменить работу, ну, трудно там оплачивать счета. Ну, вот говорили о чем-то, что связано с трудностями бытия, да, что вот тяжело оплачивать, что денег не хватает. И человек как бы прекрасно знает, что вот там есть возможность, хорошая вакансия, да, либо набирают людей на хорошую зарплату. И человек такой, да, жаль, и не говорит. Не говорит, потому что его туда 100% не возьмут, вас точно возьмут. И человек вот прям свою подлость проявляет. Не знаю, как зависть. Завидно, что вас могут взять. Завидно, что вы можете зарабатывать больше. Завидно, что вы там, не знаю, лучше жить будете, да, что у вас меньше трудностей в жизни будет. Ну, очень некрасиво, прям очень некрасиво. Скрывает от вас возможности. Ой, ну что есть, то есть. Еще мне показывают мужчину и женщину. У женщины очень длинный и грязный язык. Она этому мужчине постоянно про вас какую-то гадость говорит. Ну, из серии, что вы там какая-то плохая, что вы в чем-то виноваты, что вы что-то не так делаете. А этот мужчина, он как бы молчит. Не знаю, может быть, та женщина ему родственница, может, он прекрасно понимает, что у нее с головой не в порядке. Вот. И он вам не говорит ничего, ну и той женщине ничего не говорит. Ну, как будто бы между вами. Я могу предположить, что это ваш муж, и та женщина – это ваша свекровь, которая говорит ему про вас гадости, вот критикует вас, что-то ей там прям не нравится вас. И она постоянно говорит, ну, вашему мужу, а муж такой, ну, типа, ну что я сделаю, да, это моя жена, я ее люблю. При этом, когда он с вами, он вам тоже ничего не говорит, что там мама тебя недолюбливает, либо мама к тебе претензии. То есть он всегда говорит, ну, все нормально, мама там привет передавала, какие-то такие вещи. Он между двух огней. Но опять же, проблема там не в маме и не в вас, проблема именно в нем.
из-за его такой вот пассивной, из-за его пассивного такого характера, да. То есть, в принципе, он мог бы все это уже давным-давно изменить. То есть маме он мог сказать, что мама, это моя женщина, это мой выбор, это моя любовь. Там, не хочешь портить со мной отношения, да, не надо мне гадости про нее говорить. И вам бы он мог сказать, что у меня мама немножко такая, ну, ревнивая, да, то есть, как бы имея в виду, вот, ну, там, постарайся с ней подружиться, либо, ну, принимай как есть, да, то есть тоже можно было как-то это все обыграть. А он как бы решил просто молчать. И там молчит, и тут молчит, и вот конфликт, он как бы продолжается. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.